Самолет Ан-24 быстро набирает высоту. Это регулярный рейс из Якутска в село Хану Момского района. Пассажиры довольны. Лететь до дома всего 2 часа, а за окном красивый пейзаж. Пилот Вячеслав Гавриль несколько раз в неделю летает в арктические районы. Полеты над Момскими хребтами требуют от летчиков особого профессионализма. Сложности создает не столько сам холод, но и часто смена погоды, особенно сильные ветра. Тщательная подготовка к полету, анализ метеоусловий, хорошее знание района полетов для того, чтобы стараться предугадать метеоусловия. Через 2 часа приземляемся в Хану, административный центр Момского района. Первое, что бросается в глаза – безбрежный белый океан снега. Но нам предстоит еще преодолеть 400 километров до села Сасыр, где проходит в это время слет оленеводов. Путь не близкий. Проезжая населенные пункты, в дороге знакомимся с нашими героями, случайными попутчиками, с местными жителями-старожилами. Каждая встреча бесценна. Житель села Владимир Хабаров с мерка для керлинга идет рисовать метки. Для того, чтобы поиграть в керлинг, много не надо, отмечает главный идейный вдохновитель керлинга Владимир Хабаров. Все материалы из подручных средств, а главное, где есть лед, там и играют. Камни называется это для керлинга, а на лиственнице мы через токарный станок сделали этот камни. Владимир Григорьевич – местный кулибин, мастер на все руки, изобретатель, творец. В 2016 году Владимир Григорьевич задумал свой авторский проект. Сделал игровые камни, расчистил лед на реке, нанес разметку и провел одну игру в местности Соболох. С тех пор керлинг в Арктике – местная забава. После долгой и суровой зимы все выходят на лед играть. Дом на дом, деревня на деревню. За год керлинг посещают более 300 человек. Саха-керлинг не требует специальной площадки, так как проводится на наледи. А льда здесь много, шутят жители. Доступность спорта – главная идея проекта. Конечно, есть интересные задумки. И еще после хату-керлинга у нас появился гольф на льду. Ага, и тоже очень забавная и это азартная игра. Благодаря золотым рукам мастера Владимира Григорьевича камни из лиственницы почти как в профессиональном спорте. Лиственница со временем твердеет и становится очень тяжелой и отлично скользит. Мастер шлифует каждую заготовку. Для ручек установил крепежи, а для хорошего скольжения камней внизу приклеил линолеум. Момский биатлон, хоккей на льду и саха-керлинг. Владимир Хабаров переобщает северян к здоровому образу жизни и популяризирует олимпийские виды спорта. Идей у местного кулибина много. Главное – приносить людям радость. Когда вы смотрите, что люди играют, приходят, отдыхают, вам на душе хорошо? Конечно, хорошо. А дороги по направлению Улахан-Чистайский наслег знают не понаслышке. Сложные перевалы, сопки высотой 200-300 метров, постоянные кочки не дают пассажирам расслабиться. До села Сасыр, где будет проходить слет оленеводов, еще 400 километров. Улахан-Чистайский наслег – самый отдаленный наслег в Момском районе. Почти 400 километров от центра Хану нужно проехать по автозимнику, по сложным перевалам и по реке Индигирка. В зимний период до распутицы река является главной дорогой. Водители здесь особо закваски. Каждый перевал, каждую наледь Василий испытал на себе. Приобретенный 6 лет назад УАЗик для Василия кормилец и средство передвижения. Например, с Хону до Сасыра бензина сколько съедает УАЗик ваш? 80 где-то литров. По деньгам это сколько выходит? Не считал. Озвучьте цену. 17-18 уходит. Сейчас для водителя горячая пора. До весеннего половодья должны успеть завести топливо, продукты и ГСМ. Мы сейчас как раз направляемся жителями села Хану в село Сасыр на слет оленеводов. Вот сейчас нам пришлось буквально выйти из машины и пойти пешком, потому что здесь, как мы знаем, существует тарын, наледь, которая когда наступает весна, она начинает таять. Буквально сейчас апрель, конец марта, но везде вода и достаточно, очень даже опасно, потому что нужно идти очень аккуратно, потому что можно провалиться под лед.
16-часовой путь осилит не каждый, но для жителей села Хану и Сасыр эта дорога единственная. Момские хребты радуют глаз, очищают души и смывают тяжелую усталость. Самая большая наледь в мире – вулканы Каменная Юрта и Каменная Яранга и самая высокая точка северо-востока России – гора Победа. Водители время от времени останавливаются в специальных местах для селфи и для того, чтобы немного отдохнуть. Ради такой красоты стоило ехать 400 километров. Здравствуйте, как фотографии ваши получились? Да, красивые фотографии. Дальше еще круче. Каждый раз мы останавливаться никогда не доедем. Вы знаете, а вообще, вот что для вас вообще вот горы, вот Момский район для вас, как же для жителя? Как для жителя Улхан-Чистайского наследия, горы – это для меня все. Это чистый воздух, это приобретение новых энергий, новых творческих идей и вообще продолжение жизни. 이게 녀었다는 garpun. Горинок, теганок, ольнечебелду. Каждого гостя на Момской земле встречают с благословением. Ритуал кормления духа огня – важная часть традиции, которая одаривает Момская земля каждого путника. Несмотря на дальние расстояния, в Улхан-Чистайский наследие приезжает много туристов, особенно иностранцев. Село Сасыр с населением более 800 человек – место компактного проживания коренных малочисленных народов севера – эвенов. Наследие образован в 1932 году. Традиционный уклад жизни эвенов связан с оленеводством. Население занимается сельским хозяйством. В наследии мы содержим более 8 тысяч голов оленей, 800 голов лошадей. Есть крупный рогатый скот. Немножко занимаемся земледелием. Первое, что замечаешь по приезду в село Сасыр – это звук двигателей. По единственной центральной улице время от времени проезжает бурана. Светлана Данилова – воспитательница в детском саду. Несколько лет назад она купила буран за 300 тысяч. Теперь ни от кого не зависит. На своем железном коне она за хлебом съездит и в детский сад заедет. Я купила этот буран в 2015 году за 315 тысяч. Удобный, на работе хожу, за детьми, за хлебом. Всегда езжу на буране. Скорость у вас большая или вы любите медленно ездить? Большая скорость. С ветерком, да, любите? Ага, с ветерком. Первым делом Светлана проводит экскурсию по наследию. Буран в арктических районах – необходимость. В Момском районе большие расстояния. На свои двоих далеко не уедешь. Рано утром на ногах другая женщина, а вернее уже на снегу. Зинаида – рыбачка со стажем. Работает в управлении культуры, но отдыхает только за удочкой. Река Андигирка щедра на улов. Хариусы, ленок, щука, елец. Ежедневно Зинаида проходит 5 километров, чтобы поймать золотую рыбку. С молоком матери уже прививается. У нас это как обычно, как обычной женщине северной. Нет ничего такого удивительного вроде бы. Мы все привыкшие к холоду. Поэтому как бы для нас эта работа это как бы отдых. Например, рыбачить для меня отдых. Для кого-то там ехать в стадо это отдых. Там чем работнице поработать. Это отдых для них. Это как бы хобби, интерес. Есть женщины в эвенских стойбищах, особенно в родовых общинах. Оксана уже 28 лет работает чумработницей. И оленя на скаку остановит, запряжет и снова поедет. Чумработницы и сегодня ведут хозяйство во многом так, как это делали их бабушки. В каждом чуме, в каждой палатке, в лесотундре, в тундре особое место, почетное место занимает печь. Вот сейчас здесь варятся очень вкусные лосиные ноздри, а вот здесь местный деликатес, оленей язык. Мужчина здесь самый главный добытчик, защитник, он охотник. А все вот ведение большого хозяйства, забота о детях ложится на хрупкие женские плечи. Тундровая жизнь не для ленивых, ведь она по-прежнему требует крепкие и ловкие руки, смекалки и особых секретов, передающихся из поколения в поколение. Оленеводы – вечные странники, и всегда рядом с ними их жены. С утра уже начинаем все делать, да? Уже привыкли. С утра сразу тесто, да, потом чтобы хлеб был.
да, дети очень любят стадию, поэтому главное смотреть, чтобы они далеко не ушли и все такое, да. И мы стараемся с мужьями вместе всегда быть, поэтому им легче, когда мы с ними, да. Давно дошили это пальто? Давно. Сколько лет? Когда еще молодая была. Этот костюм Евдокия Николаевна шила себе 20 лет тому назад, но он до сих пор верно служит. У одежды эвенов простой мотив, но из каждой детали слагается песня. Бисерная вышивка – это сама природа. Земля, небо, солнце и снег. Жизнь 90-летней Евдокии Николаевны как эвенские народные напевы. В них чувствуется уют суровой и бескрайней тундры. Евдокия Слепцова-Бокова родилась в 1933 году на слеге Эселях Момского района в семье кочевых оленеводов. Род Слепцовых в этих краях сильный, как Момские горы. Ее дедушка Афанасий Слепцов, Энея Апаночи, в конце XIX века был удостоен титула князя самим русским царем Александром III и награжден серебряной медалью за благотворительность. Перед нами княжна. Мои родители ей пошли. Дедушка был сначала, он родом, они пришли где-то с берегов Охотского моря. Обосновался в Улан-Удэ горах. И его оленей было много, несколько тысяч. У Евдокии Николаевны много наград. Каждая добыта упорным и кропотливым трудом. Всю свою жизнь она посвятила обучению и воспитанию детей. В 1964 году стала студенткой географического факультета Ленинградского госпединститута имени Герцена. Работала учителем географии, учителем якутского языка в разных районах Якутии. Работа помогала творить. Писала стихи, песни и шила эвенскую одежду, чтобы сохранить. Дерево сильно корнями. Всю жизнь Евдокия Николаевна пропагандировала родной эвенский язык. Ездила в экспедиции по арктическим улусам, собирала по крупицам рассказы и сказки, запоминала рассказы старейшин, их голоса и песни. Ею написано более 30 книг и учебников на русском и эвенском языках. А ее песня «Индигирка» стала гимном для всех эвенов. Песня, рожденная в сердце, поплыла по реке жизни. С тех пор и поют. Несколько лет назад к ней приезжали японцы изучать эвенский язык. Признается с болью в сердце, теряем самое главное. Сейчас в Момском районе эвенов, говорящих на родном языке, совсем не осталось. Всего 150 человек. Мы обязательно должны сохранить наш эвенский язык. Без родной речи мы пропадем. Спасти и сохранить – главная цель ее жизни. Отличника культуры республики, заслуженного учителя СССР Евдокии Николаевны. «Я в своих песнях живу», признается старожил Момского района и продолжает петь. Народы Севера – уникальная цивилизация. Быт, обычаи, уклад жизни эвенов отличается от культур других народов. Но главное – Арктика – территория сильных и красивых женщин, тайны которых еще до конца не раскрыты.